Здравствуйте, вы смотрите новости Татарстана. С главными событиями вас познакомит Султан Нугайбеков, и вот что будет в выпуске. Мотосезон только открылся, и уже первое ДТП. Автомобилисты отвыкли от мотоциклиста за зимний период. На дороге Татарстана выехал мотоциклетный батальон ДПС. Вместе с ними Иван Сарафанов. Русский язык как средство международной интеграции. Мы можем за него не беспокоиться. Живой великорусский язык всегда будет с нами. В КФУ стартовал международный форум о русском языке, о повестке Лина Зинатуллина. Поисковики Татарстана привезли в Казань обломки самолета времен Великой Отечественной войны. То есть двигатель был сделан у нас в Казани, и вот он вернулся домой. О результатах экспедиции отряда «Крылья Татарстана» в Мурманской области в репортаже Алены Струминской. Следственный комитет начал проверку по факту смерти начальника отделения ГИБДД по Нурлатскому району Дениса Агеева. Он был найден мертвым в своем кабинете накануне. Рядом лежал табельный пистолет. Как нам стало известно, возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Выпускнику Казанского юридического института, капитану полиции Денису Агееву, было 32 года. Пост начальника он занял менее года назад, прошлым летом. До назначения на эту должность был заместителем начальника взвода ДПС. Как нам сообщили в МВД, в ведомстве создана специальная комиссия, идет служебная проверка. По данным Следственного комитета, будут назначены необходимые экспертизы. Что произошло в подвале жилого дома в Нижнекамске, где погиб сантехник, выясняет сегодня прокуратура Татарстана. Мужчина приехал устранять коммунальную аварию в многоэтажку на проспекте Вахитова. Вместе с напарником спустился в подвал, где прорвало трубу с горячей водой. Как рассказывает коллега, он поднялся, чтобы сменить промокшую обувь. Когда вернулся в подвал, мужчина лежал в воде и не подавал признаков жизни. Прибывшие на место ЧП медики констатировали его смерть. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Прокуратура также проверит соблюдение требований техники безопасности и охраны труда в организации, где работал погибший. Второй день погода балует нас настоящим весенним теплом. Накануне установлен очередной температурный рекорд. 3 апреля в Казани воздух прогрелся до 16,7 градуса. Прежний максимум температуры для этого дня в столице был зафиксирован в 1951 году и составлял на 0,1 градуса меньше. Завтра прогнозируют от плюс 15, а на юго-востоке Татарстана и вовсе до плюс 20 градусов. Однако уже в ночь на четверг похолодает до нуля. Днем обещают не больше 12 градусов тепла. В Татарстан после зимовки возвращаются краснокнижные лебеди-шипуны. Первые пары замечены в водоемах 14 районов республики – Мензелинском, Атнинском, Верхнеуслонском, Альметьевском, Актанышском и других. По словам орнитологов, для выведения потомства птицы выбирают тихие пруды и озера. Напомним, лебеди-шипуны числятся в Красной книге Татарстана с 1978 года. Они являются самыми крупными представителями среди всех отрядов гусеобразных. В последние годы их наблюдают во всех районах республики. Из-за аномального тепла раньше начался сезон клещей. Российские ученые обнаружили новый вирус, который могут передавать эти насекомые. Хасеки вызывает лихорадку и поражает легкие. Вирус обнаружен на азиатской части страны. Как отметили в Роспотребнадзоре, новый патоген опасен тем, что может существовать как отдельный вирус, так и в составе с другими инфекциями. Хасеки относятся к так называемым флавивирусам, которые вызывают энцефалит и 3 вида лихорадок – желтую, денге и лихорадку Западного Нила. Первые случаи заболевания были зафиксированы в стране еще 10 лет назад в Владивостоке и Новосибирске. За это время вирус значительно расширил географию, отмечают специалисты. В Татарстане хасеки не зафиксирован. Мотосезон в Татарстане начался с 2 ДТП. Одно произошло в Казани, второе в Алексеевском районе. В обоих случаях пострадали водители байков. Сегодня на дороге республики выехал специальный мотобатальон ГИБДД. Их основная задача – следить за соблюдением правил мотолюбителями. За нарушителями на автомобиле угнаться сложно, поэтому пересаживаются на двухколесный транспорт. Топ нарушений мотоциклистов составил Иван Сарафанов. В Казани первое ДТП в этом сезоне с участием мотоциклиста произошло здесь, на перекрестке улиц Компрессорщиков и Машиностроителей. Автоледи, поворачивая налево, не уступила дорогу и сбила двухколесный транспорт. В результате столкновения водитель мотоцикла с множественными переломами голени был доставлен в 7-ю горбольницу.
У мотоциклистов весна началась раньше обычного. Вслед за ними на двухколесный транспорт пересели и сотрудники ДПС. Сегодня инспекторы вместе с инструкторами освежили в памяти навыки вождения, получили финальные наставления и отправились следить за безопасностью на дорогах Казани. Одним из первых инспекторы остановили Артема Филиппова. За рулем мотоцикла он 20 лет. В аварии за это время не попадал ни разу. Штрафов тоже нет. В этом году сезон открыл, как только потеплело. К мотоциклам на дорогах еще не привыкли водители авто. По зеркалам смотреть почаще. Мы все-таки выехали уже, и как бы здесь ради нашей же безопасности. И мы должны проявлять как бы осторожность. Потому что не все автомобилисты сейчас пока еще привыкли. Опытные мотоциклисты рекомендуют перед выездом обязательно проверить байк на техническую исправность. Надевать не только шлем, но и наколенники и налокотники, а лучше специальный костюм. Очень важное влияние в плане управления также оказывает и физическая форма самого райдера. Да? То есть если в автомобиле это у нас сел и поехал, то в мотоцикле очень важно иметь хороший вестибулярный аппарат и физическое состояние мышц и в целом опорно-двигательного аппарата. Инспекторы говорят, на мотоцикле гораздо удобнее патрулировать, больше обзора и маневренность выше. Бывают случаи, когда мотоциклисты пытаются скрыться от ДПС, но им это не удается. Основное нарушение – езда на мототранспорте без водительского удостоверения, то есть без категории А, без регистрации мототранспортного средства, без государственных регистрационных знаков, то есть тоже бывают такие нарушения, без мотошлема. За прошлый год в Татарстане зарегистрировано 43 ДТП с участием мотоциклистов. В 2021 их было 63. Также снизилось и количество пострадавших в таких авариях. К сожалению, имеем негативную динамику в части роста на одного погибшего в данных дорожно-транспортных происшествий. Управление транспортным средством в виде мотоцикла, безусловно, несет в себе опасность, да, поскольку мотоциклы не имеют такой ремней безопасности, подушек безопасности и так далее. Сейчас в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске на мотоциклах работают 24 сотрудника ДПС. Этот вид транспорта есть и в специализированном батальоне, который патрулирует районы республики. Иван Сарафанов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Татарстан начала возвращаться вторая группа мобилизованных из зоны специальной военной операции. Их приезд – большая радость для родных и близких, а для некоторых и неожиданный сюрприз. Так, в Бугульме один из военнослужащих сразу поехал в школу, где учится дочь, другой – на рабочее место мамы. Как это было, увидела Светлана Звонарева. А кого бы ты сейчас хотела увидеть? Папу. Папу? И через несколько секунд желание первоклашки Насти сбылось. В класс с цветами вошел папа, которого она не видела полгода. И, конечно, каждый захотел сфотографироваться. Младший сержант был призван по частичной мобилизации в конце октября. Рассказывает, еще на боевом слаживании в Казани глава района дал ему 10-рублевую монету с наказом вернуть ее лично, живым и здоровым. Все это время мужчина носит монету как талисман. Это вот монетка от главы города. Когда приезжал к нам в Казань, с гуманитарной помощью выручил. Сказал по приезду вернуть, вот храню до сих пор. Сегодня уроки для Насти закончились. Приезд папы – самое главное событие для семьи. По-настоящему волшебным стал этот день и для школьного повара Оксаны. Ее сына мобилизовали в октябре прошлого года. Он работал медбратом в Бугульминской ЦРБ. Сейчас служит в госпитале. Военнослужащий приехал накануне. Сюрприз для мамы решили сделать всей семьей. Оксану вызвали в медкабинет. Якобы нужно сделать кардиограмму. Впереди у военнослужащих 2 недели отпуска, которые они проведут с родными и близкими людьми. Светлана Звонарева, Диана Брюхачева, ТНВ, Бугульма. Татарстанские поисковики привезли в Казань фрагменты легендарного самолета П-2, потерпевшего крушение в 1943 году. Самолеты этой серии тогда изготавливали в нашей республике. Обломки аппарата вытащили из болота в районе Бабозера Мурманской области еще летом прошлого года. Теперь привезли сюда. Вот уже несколько лет поисковики отряда «Крылья Татарстана» ведут уникальный проект. Они ищут подбитые бомбардировщики по всей России, чтобы из сохранившихся запчастей собрать один оригинальный П-2. Как по кусочкам собирается история в репортаже Алены Струминской.
Деталь сделанная на 16-м заводе, прям написано завод номер 16 нашего казанского завода. То есть двигатель был сделан нас в Казани, и вот он вернулся домой. Это один из десятков фрагментов легендарного самолета П-2. Его татарстанские поисковики привезли из экспедиции в Терский район Мурманской области. Именно там в 1943 году бомбардировщик потерпел крушение. Вот такая глубина снега. И наша задача вывести все фрагменты самолета. Работали по пояс в снегу и практически без перерывов, рассказывают теперь поисковики. И это была не самая сложная часть экспедиции. Впервые в Мурманскую область они отправились летом прошлого года. Тогда нашли большую часть фрагментов бомбардировщика, но вывести их не смогли, не позволило болото. В марте вернулись за бесценными находками. 2 суток тогда работали на месте падения для того, чтобы, во-первых, извлечь, какие части погрузились в болото. Все это доставали, все это потихонечку складировали в какие-то определенные места, более-менее сухие, делали подложки для того, чтобы это все не примерзло уже в зимний период времени. Зимой это все проще, потому что снег ложится, получается наст. По насту на снегоходе дорога и прямее, и быстрее получается. Зимняя экспедиция продлилась неделю. Вместе с татарстанскими поисковиками работали их коллеги из Мурманска. В Казань доставили фрагменты, которые позволят воссоздать 700-килограммовый двигатель П-2. Фрагменты, найденные во время экспедиции, необходимы для большого и уникального проекта реконструкции самолета П-2, который выпускался в Татарстане. Сейчас примерно на 10% собрана главная его часть – центроплан. Все детали времен Великой Отечественной войны. Это лишь малая часть самолета. В будущем по обеим его сторонам появятся крылья размером до 6 метров в длину. Летом произошло настоящее чудо, говорят поисковики. Во время извлечения фрагментов самолета нашли останки летчика Цезаря Бройтмана. До этого считалось, что все 5 членов экипажа пропали без вести. Теперь татарстанские поисковики надеются найти останки еще 4 летчиков. Самое главное у нас это члены экипажа же, не только мы там железо собираем. Поэтому, если мы поедем там искать члена экипажа, может быть, еще каких-то запчастей наберем. Реконструкцию самолета П-2 поисковики ведут ежедневно. Для этого каждый вечер собираются в этом гараже на Шоссейной. Необходимые для работы фрагменты останутся в Казани. Остальные передадут в музеи Нижнекамска и Альметьевска, откуда родом сами поисковики. Алена Струминская, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Татарстан стал самым посещаемым туристическим регионом в ПФО. За 2 месяца республику посетили более 500 000 человек. По каким параметрам Татарстан обошел Нижегородскую область и Башкирию, читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов сегодня по видеосвязи принял участие в заседании Президиума Госсовета России. Встречу провел Владимир Путин. Главная тема – развитие промышленности страны в условиях санкционного давления. Обсудили предложения по масштабированию объемов поддержки промышленности, расширению деятельности институтов развития и нивелированию рисков технологического отставания. Как заявил Владимир Путин, наши предприятия оперативно принимают меры по замене западного оборудования на российские аналоги или из дружественных стран. Позитивные результаты уже видны, запущен новый цикл роста экономики. Один из руководителей, хозяев предприятия, сказал очень замечательную фразу. Он сказал: мы были вынуждены переходить к импортозамещению там-то, 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 где мы раньше об этом и не думали. Вот эта вот фраза, она ключевой является. Мы вынуждены. Вот я думаю, что если бы не были вынуждены, никогда бы этого и не сделали. Все мы понимаем, санкции, конечно, надолго. Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средние и долгосрочные преобразования. В этом году прогнозируется рост объема выпуска в обрабатывающей промышленности. В региональные фонды развития планируется направить более 3 миллиардов рублей. Как заявили, нужно расширять финансовые преференции для проектов, направленных на достижение технологического суверенитета. На встрече предложили ввести налоговую льготу для покупателей российского высокотехнологичного оборудования. Правительству необходимо составить его перечень. Еще одно приоритетное направление – подготовка квалифицированных инженерных, технических и рабочих кадров. Промышленность сейчас остро нуждается в высококвалифицированных рабочих. Их готовят учреждения среднего специального образования, которые относятся к полномочиям субъектов, как я сказал. И нужно вернуться, мне кажется, к обсуждению вопросов ведомственной принадлежности. В этом плане уже есть и хорошие практики. Я прошу руководителей регионов обмениваться таким опытом, держать эти вопросы под своим контролем и в тесном контакте решать эти вопросы с соответствующими ведомствами, министерствами. В
КФУ сегодня открылся международный форум «Русский язык и литература как средство формирования российской идентичности и международной интеграции». Он собрал преподавателей ведущих вузов страны и представителей университетов Китая, Турции, Казахстана и других стран. Русский язык как родной, государственный и иностранный. На форуме обсуждают будущее языка и тенденции в литературе. Сегодня так ожесточен мир, ожесточен против России, против русской культуры, против русского языка. Непростые времена требуют от нас деликатности и доброты друг к другу, говорит советник президента страны и праправнук великого писателя Владимир Толстой. Сегодня стране как никогда нужна точная и взвешенная языковая политика, которая позволит сохранить и национальные языки народов России, и развивать русский. Сегодня, когда наша страна поставлена фактически перед историческим выбором своего будущего, задача возвращения русскому языку его ключевой функции, именно инструмента формирования нашей российской гражданской идентичности, очевидно, становится одной из важнейших. Мы уже выпустили немало книг, причем двуязычных, где с одной стороны национальный язык, а с другой язык русский. И вот эта взаимосвязь крайне важная, потому что автор должен чувствовать родную почву, а с другой стороны очень важно представить произведение как можно более широкой аудитории. В рамках форума проходит конференция «Русский язык как иностранный», приуроченная к 40-летию одноименной кафедры Казанского университета. Сегодня русский язык в университете учат 1500 иностранных студентов. Начинали в свое время со 100 человек. Сегодня знаменательный день для Республики Татарстан, республики многонациональной, республики, которая хорошо знает русский язык. Об этом свидетельствуют результаты экзаменов наших выпускников. Казанская лингвистическая школа – это одна из лучших школ в преподавании русского языка и как иностранного, и как родного. Ну, теперь мы точно можем говорить и как государственного языка. Мы это направление, безусловно, будем продвигать. Буквально вот с Владимиром Ильичем мы сейчас это обсуждали. Вообще создание ассоциации русского языка. То есть первый субъект, возможно, в котором появится такая ассоциация, это будет Татарстан. Форум будет идти до конца недели. Также в программе выездное заседание правления Российской ассоциации преподавателей русского языка и творческая мастерская для писателей ПФО. Лина Знатульна, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Сегодня стартовал финал конкурса «Лучший молодой ученый» Казанского исследовательского центра. 25 ученых из 7 институтов расскажут о своих исследованиях в различных областях. От физики и машиностроения до сельского хозяйства и биологии. Среди участников Наталья Гараева. Она рассказала о татарстанской разработке нового противомикробного препарата для лечения стафилококка. Также здесь представили исследования генетики озимых культур, используемых в нашей республике. Один из самых сложных и долгосрочных проектов – создание лекарственного препарата для лечения раковых заболеваний. Его представил ученый-химик Андрей Смолобочкин. Особенность – это низкая токсичность для организма, потому что многие препараты противоопухолевые, они обладают очень высокой токсичностью для организма. Мы пытаемся получить такие соединения, которые будут лучше, селективнее убивать именно раковую клетку, а здоровую клетку не трогать. Мы занимаемся изучением влияния снежной плесени на сорта генетической коллекции Азимержи и Тритикаля. То есть выявляем среди этих сортов наиболее устойчивые сорта, которые в дальнейшем мы будем использовать для дальнейшей селекции, то есть для создания устойчивых сортов к снежной плесени. Конкурс «Лучший молодой ученый» проходит в 4-й раз. В этом году на экспертную оценку свои исследования представили 40 ученых. Конкурс создан для поддержки идей молодых ученых и их вклада в развитие татарстанской и российской науки. Победители объявят в 5 номинациях. Лучшие получат денежную премию до 50 тысяч рублей. Главное, что это внутренняя оценка достижений молодых ученых со стороны научных сотрудников нашего же центра. Такая внутренняя экспертиза, это, собственно, способствует их развитию взаимоотношений, репутации их научной внутри нашего ФИЦа, среди коллег, среди ближайшего окружения. Хоккеисты «Акбарсы» во втором матче финала Восточной конференции уступили «Авангарду». Казанцы едва не сравняли счет, проигрывая в 3 шайбы. На 47-й минуте Артем Лукаянов отыграл 1 гол, а под занавес встречи Дмитрий Юдин сократил отставание до минимума. Но ястребы не упустили преимущество. В результате гости победили 3-2 и сравняли счет в серии. Теперь противостояние переезжает из Казани в Омск. Следующий матч команды проведут завтра, 5 апреля. Казанский Кремль, древний Болгар и этнографическая деревня.
Все это станет точкой притяжения для блогеров, которые объединились для проекта ВКонтакте «Места». В формате лайфстайл они покажут уникальные места республики и расскажут истории местных жителей, которые заставят взглянуть на Татарстан новым туристическим взглядом. Сегодня блогеры уже прошли по Баумана и увидели Кремль. Впереди экстрим-парк «Урам», храм всех религий и конный клуб. Видеоролики покажут миллионам пользователей социальной сети ВК. Появится информационная страничка о республике в мини-приложении. Посмотреть их можно будет уже в конце апреля. Всем, когда я говорил, что я еду в Казань, все говорили: о, круто, там нереально классный город, то есть тебе понравится. Ну вот пока их слова подтверждаются. Уникальность в том, что мы можем посмотреть на Россию с того ракурса, с которого никогда не смотрели. Освещаем места, которые еще не освещали. Бываем там, где еще никто не был. И повышаем туристическую привлекательность регионов. Потому что у нас в России тоже есть места, где можно путешествовать. Сейчас в нашем эфире полюбившаяся многим рубрика «Айда Татарстан». В этом году она посвящена традициям нашей многонациональной республики. Сегодня речь о Масленице, празднике, который считается одним из древнейших в истории у восточных славян. Примерно с 16 века известен и на территории нашей республики. О главных и исконных традициях расскажет Рамиль Шайдулин. Тот, кто хотя бы раз был на Масленице, сразу же узнает эту песню. Изначально обрядовая, но уже давно народная, а главное хороводная песня «Вакузнице», та, без которой не обходятся ни одни проводы зимы. Праздник, в который собирается весь народ, да, и мы для этого народа стараемся петь песни русские, народные, чтобы они их помнили. По мнению историков, и песни, и забавы праздника уходят глубоко в древность, еще к дохристианскому периоду. Масленица была днем весеннего равноденствия. Восточные славяне так провожали зиму и готовились к весенне-полевым работам. Чучело изначально жгли на костре и рассеивали пепел над полем для хорошего урожая. В экспедиционных наших материалах мы, в принципе, редко можем встретить, что это было именно чучело. В основном могли зажигать костры, сноп на шест могли поставить, но никогда не было никакого человеческого лица, то есть ничего такого не делали. Идем их вперед! Еще один атрибут, корнями уходящий в историю, это пара лошадей. Правда, они скорее наша поволжская находка, уверенные фольклористы. По традиции на Масленицу было принято кататься с горки, но так как у нас гор почти нет, снаряжали коней. Например, в «Казанских известиях» 1811 года упоминается катание как раз-таки на лошадях, именно потому что гор как таковых в Казани не было, и, в общем, таким образом замещали. С годами видоизменилась и одна из самых зрелищных забав праздника – кулачные бои. Сегодня это стенка на стенку. Испытать свою силу можно и на самодельных тренажерах. Еще появилась ходьба на ходулях, но неизменными остались пляска, мотание, а так в древности называли близких друзей, и хороводы. Кружимся в одну сторону. В Казани была известна и игра с валенком. Популярна она и сегодня. Блины. Главное лакомство Масленицы – блины. Они символ солнца. Сразу после праздника начинается 40-дневный пост, поэтому на Масленицу принято ни в чем себе не отказывать. Блины с клубникой, с голубикой, даже с ананасами и сыром рикотта. Но готовят на праздник и по самому традиционному рецепту – в печи и с крупой. Мы берем блинное тесто на опаре. Это очень старинный рецепт, он забытый, и в основе него идет крупа, инмакаша. Использовалась каша с смесью с грибами, с ягодами. То есть была и сладкая вариация, и соленая вариация. Это очень вкусно. Прощения просить за все. Это старая русская традиция. Историки считают, изначально это дохристианский праздник. В дальнейшем он был тесно переплетен с традициями православия. Ведь неспроста и завершается Масленичная неделя в прощенное воскресенье. Это последний день перед Великим постом. Такой день, когда у тебя есть повод у своих родных попросить прощения. Ну а современная Масленица – это по-прежнему народный, но уже по-настоящему широкомасштабный праздник, где кроме древних забав гостей радуют и выступления новых коллективов и музыкантов.
Но везде и во все времена именно это финальная точка праздника. На глазах у всех сжигают чучело Масленицы, одновременно символизирующее и зиму, и все старое. Огонь — это вообще всегда процесс очищения, наверное. И чтобы все наши беды, все наши невзгоды вместе с огнем ушли. Рамиль Шайдуллин, Владимир Ларионов, ТНВ, остров Град-Свияжск. Пока это все, о чем мы успели вам рассказать. О погоде сейчас расскажет моя коллега Диана Асгар. Передаю слово ей, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Компания Tata AgroLeasing предлагает сельхозтехнику, сервис и запасные части с отсрочкой платежа до 6 месяцев. Телефон 203 83 00. Экстрим-программа «На грани» в Казанском цирке с 23 февраля. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход 1 на 1 и... Он чуть не попадает прямо в девятку, а? Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. Насыщенная деловая программа, отраслевая выставка с 5 по 7 апреля в Казань-Экспо. Посмотрели все, что хотели по телекарте? А теперь подключайте ОККО и смотрите более 90 тысяч фильмов и сериалов. А также получайте 25% кэшбэка на оплату дополнительных пакетов спутникового ТВ «Телекарта». Подробности акции на телекарта.тв. А первый месяц ОККО абоненты телекарты смотрят бесплатно. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день. Любава – мой любимый крем. Как уничтожить колорадского жука? Карада с усиленным эффектом. Убивает и жуков, и личинок. Карада защищает картофель надолго. Здравствуйте! В предстоящие сутки нас ожидает теплая погода. Однако из-за близости атмосферных фронтов местами не исключены осадки. Подробности совсем скоро. Компания «Данил Мастер» продолжает дарить подарки. Весенняя скидка на заказ корпусной мебели 20%. Торопитесь, акция действует только до конца апреля. Подробности по телефону 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Абавлах и Азнакаево ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 5 тепла, днем до плюс 15. Небольшой дождь возможен в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Ночью ожидается около 4 тепла, днем до плюс 18 со слабым ветром. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше переменная облачность. Температура ночью до 3 тепла, днем воздух прогреется до 17 градусов выше нуля. В Арске, Кукмаре, Балтаси без осадков. В ночные часы около 4 тепла, днем плюс 17. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске малооблачная погода. Ночью ожидается около 4 тепла, днем от 13 до 17 градусов выше нуля. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно. Вероятность осадков небольшая. Ожидается ночью около 3 тепла, днем до плюс 18. Весна – это легкий коктейль из мыслей в голове с едва слышной легкой и терпкой ноткой надежды на любовь. В столице нашей республики ожидается малооблачная погода. Ночью около 6 тепла, днем воздух прогреется до 18 градусов выше нуля. Ветер южного направления, атмосферное давление 755 мм ртутного столба. Влажность воздуха 70%, магнитное поле Земли спокойное. Весной всегда легко думается, легко мечтается. И мир, забыв на время про пространство и время, теряет свою напряженность, и что-то теплое, мягкое и нежное заливается в душу. С вами была Диана Асгар. До скорых встреч!